Как удалось предотвратить теракты, запланированный на День города, и что известно о личностях уничтоженных бандитов? С этих вопросов началось интервью Рамзана Кадырова телеканалу «Россия-24». Глава Чечни рассказал об успешной спецоперации, которая была проведена чеченскими силовиками в Грозном, а также о том, как строится работа по обеспечению безопасности в регионе. Благодаря нашим правоохранительным спецслужбам, в первую очередь, мы могли обеспечить безопасность и предотвратить Грозном теракты. Это они готовились на 5 октября. После ликвидации 3 террористов в Грозном в Москве также были задержаны участники этой группы, которая прошла подготовку в рядах и близкого государства. Таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе УФСБ и МВД по Чеченской Республике с московскими коллегами. После этого задержанные нам дали информацию, что один из главарей, так скажем, организатор находится в Москве. Тут же правоохранительные органы спецслужбы передали эту информацию в Москву, что мы хотим приехать и задержать. Они сказали, что мы сами сначала дайте нам время, нам нужно необходимое время для того, чтобы дальше вести их, чтобы полностью узнать информацию. И после этого все, что у нас есть, информации, мы передали, и на следующий день появилась новость, что задержаны шайтаны. В регионе понимают, насколько серьезную угрозу представляет и близкое государство, ведь чеченский народ стал жертвой подобных преступных группировок. У террористов есть мощные ресурсы для вербовки в свои ряды молодых людей. В числе тех, кто поддается на их уловки, есть и выходцы из Чечни. Но в отличие от других регионов, у правоохранительных органов республики есть колоссальный опыт борьбы с терроризмом и свои механизмы профилактики, говорит Кадыров. Чеченская республика даже, так скажем, несложно, потому что даже их родственники сами говорят, что если даже хочет вернулся, родственники, когда узнают, не только люди, родственники тоже об этом говорят, потому что народ определился, на народу не нужно, знаешь. 3-я кампания военная Чеченская республика и Сирия, Ирак, они видят, что там происходит. Поэтому народ очень, так скажем, щепетильно относится к терроризму, к экстремизму, где-то появляется что-то, сразу они говорят. То, что сейчас происходит в мире, в частности в мусульманских странах, это своеобразный проект Запада, направленный в первую очередь против религии ислам. Единственная страна в мире, против которой Америка и ее спецслужбы бессильны, это Россия, считает Кадыров. И здесь основную роль играет волевой и решительный глава государства Владимир Путин. Мусульмане, которые сегодня поддакивают и легли под Америку, значит, это неправильно. Они должны сказать свое слово и сказать, что надо положить конец. Если неоднозначная политика Верховного Главнокомандующего России, то еще это заигрывались бы этими ситуациями, и после этого напали бы на Россию. Сегодня самое сильное государство в мире – это Россия. Поэтому сегодня для Америки это, значит, не устраивает. Поэтому они должны придумывать всякие ходы, как Грузия, Украина, Ливия, то есть, значит, союзные государства, все, кто Египет, они все были союзные государства России. Почему? Что они никак не могут выиграть борьбу против нашего государства, против президента страны. Они всячески стараются, а президент делает всегда правильные, нужные, необходимые шаги для того, чтобы обеспечить безопасность нашего государства и нашего народа. Прозвучали предложения ввести в России смертную казнь за терроризм. Как вы относитесь к этой идее? Это необходимо для России, потому что кормить их, держать их в тюрьмах – это неправильно. Они и там мешают, они там вербуют людей. Пророк наш, саллаллаху алейхи, сказал, где они появятся, там будет кровь, их надо уничтожать. Еще одна новость прошедших дней – освобождение матроса российского танкера механик Чеботарев Павла Магатина. Журналиста канала «Россия-24» интересует, как чеченским представителям удалось договориться с ливийскими властями. Начали вести переговоры. Я отправил своего советника, депутата Государственной Думы Адама Делимханова, в Ливию отправил. Он встретился с президентом, их премьер-министром, нового правительства. И встречался и вел переговоры. Они дали слово, что они решат вопрос. Но я по горячим следам пригласил премьер-министра, чтобы он приехал в республику, чтобы довести полностью наши переговоры, чтобы он нас заверил, дал слово, так скажем, чтобы остальные будут освобождены.
Лидер Чеченской республики давно стал ньюсмейкером на международной политической арене. Заявление человека, у которого слова никогда не расходятся с делом, быстро становится достоянием общественности. Громкие дела, которые находят решение после вмешательства главы Чечни, это личная инициатива самого Кадырова или поручение Кремля, интересуется журналист. Я знаю, что каждый гражданин России должен делать все, что он может. Помогать этим народу и руководству в лице президента. Мне не поручали, но я знаю, что президент, насколько занят, насколько он решает не только государственные, мировые вопросы, и хочу свою лепту внести в помощь президенту, как бы решить такие вопросы. Не обошлось и без вопросов о социально-экономическом развитии региона. Как оказалось, общественность все еще интересует источники финансирования крупных проектов, реализуемых в Чеченской республике. Впрочем, ответ звучал исчерпывающий. Чечня – регион привлекательный для вложений, и народ, переживший много страданий, достоин того, чтобы инвесторы вкладывали социальные, культурные и развлекательные объекты. Интервью было бы неполным, если бы не спросили о том, как Рамзан Кадыров относится к отечественной марке автомобиля «Лада Веста». Несколько дней назад глава Чечни вместе с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым уже успел обкатать машину на улицах Грозного. Кадыров признался, что такую практичную экономичную машину можно приобретать для госнужд. Ясмина Гацаева, Джамал Эль-Хаджалиев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.